Друзья, здравствуйте! Сегодня мы будем говорить про обязательства специальных учреждений ООН Кыргызстану. Данные мы взяли с сайта Организации экономического сотрудничества и развития, коротко ОСР. Из около 20 специальных учреждений, структур ООН, около 10-12 проводят деятельность в Кыргызстане и оказывают помощь Кыргызстану. Здесь вы можете посмотреть общую сумму за 9 лет, с 2013 по 2021 год. Общая сумма обязательств ООН Кыргызстану составили более 175 миллионов долларов США. И, как вы видите здесь на слайде, больше всего оказана была помощь в 2013, 2016, 2019 и 2021 году. И давайте пройдемся по каждому учреждению. Международный фонд сельскохозяйственного развития – это специализированное учреждение ООН. Как вы видите на слайде, помощь была оказана в 2013, 2016 и 2021 годах. Средняя сумма составляет от 25 и до 32 миллионов долларов США. Я перепроверила с данными Министерства финансов Кыргызстана. Международный фонд сельскохозяйственного развития выдает и гранты, и кредиты. И примерно около 40% помощи составляют кредиты, около 60% составляют гранты. Международная организация труда – это тоже специализированное учреждение ООН. С 2013 по 2021 год общая сумма помощи обязательств составили более 3 миллионов долларов США. И, как мы видим, помощь увеличилась с 2019 года. С 860 тысяч долларов, потом идут 620 тысяч и 670 тысяч долларов. Уважаемые коллеги, я хотела бы отметить, что данные на сайте ОСР высветились только включая 2021 год, поэтому я даю эти цифры. Фонд миростроительства Генерального секретаря ООН является главным финансовым инструментом организации ООН для оказания первой помощи государствам в целях поддержания мира, а также в ситуациях, когда существует большая вероятность возникновения конфликта или такой конфликт уже произошел. Помощь Фонда миростроительства с 2013 по 2021 год составила более 30 миллионов долларов США. И, как вы видите здесь на слайде, самая большая была в 2013 году, в 2014, 2019 и 2021 годах. ООН «Женщины». Почему-то на сайте ОСР данные высветились только за 2021 год в сумме 590 тысяч долларов США. UNAIDS координирует международные меры противодействия СПИДу как угрозе общественному здравоохранению. И здесь вы видите, с 2013 по 2021 год помощь составила в сумме 450 тысяч долларов США. ПРООН. Обязательства ПРООН за 9 лет, с 2013 по 2021 год, составили более 16 миллионов долларов США. И, как вы видите на слайде, последние 5 лет помощь составила около 1 миллиона или 1,5 миллиона долларов США в год, ежегодно. Также на сайте у ПРООНа есть разбивка по донорам, какие доноры помогают. Да? Вот как вы видите, синее – это бюджет, и голубая в инфографике – это сколько они потратили. Также на сайте ПРООНа есть разбивка по секторам, на какой сектор сколько было потрачено денег.
А фонд ООН в области народонаселения в КР или ЮНФПА, да, как мы видим. С 2013 по 2022 год помощь составила более 6 миллионов долларов США. В 2022 году более миллиона, в 2021 году тоже более миллиона. Ну и с 2020 года около миллиона долларов США ежегодно. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев мы еще привыкли называть УВКБ ООН. За 9 лет с 13 по 21 обязательства по оказанию помощи составили около 8 миллионов долларов США, как мы видим, да. И самая большая сумма здесь в 2015 году более 2 миллионов и в 2016 году более 1,5 миллиона долларов США. Детский фонд ООН, или мы привыкли называть ЮНИСЕФ. Помощь, обязательства ЮНИСЕФ Кыргызстану за 9 лет составили более 12 миллионов долларов США. И, как вы видите, около миллиона или 1,5 миллиона долларов ежегодно. Всемирная продовольственная программа или World Food Program, да, сокращенно. Данные высветились всего за 3 года, 2020, 2021, 2022 года. В 2022 году 950 тысяч долларов, в 2021 80 тысяч долларов и в 2020 аналогично. Общая сумма за 3 года составила около миллиона долларов США. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, это тоже специальное учреждение ООН. За 9 лет обязательства ООН Кыргызстану составили более 8 миллионов долларов США. Самая большая сумма в 2018 году, в 2020-2021 годах около миллиона долларов США. И давайте здесь посмотрим общую сумму, да, обязательств ООН, структур специальных учреждений ООН Кыргызстану. Как вы видите, всего ООН, учреждения ООН помогли в сумме более 175 миллионов долларов США. Самая большая помощь была оказана Международным фондом сельскохозяйственного развития, более 88 миллионов. И, как я уже вначале отмечала, здесь около 40% в виде кредита. Далее идет более 30 миллионов, это фонд миростроительства ООН, около 17 миллионов ПРООН, около 13 миллионов ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, более 8 миллионов, около 8 миллионов УВКБ ООН и более 3 миллионов долларов Международная организация труда и так далее, как вы видите на слайде. Уважаемые коллеги, вообще структуры, специальные учреждения ООН в Кыргызстане, они, как мы увидели, да, выдают гранты и кредиты государству. Также учреждения ООН тоже занимаются фандрейзингом, привлекают финансовые средства у международных финансовых институтов, у международных корпораций, у стран-доноров. Они у нас в Кыргызстане арендуют офисы, платят зарплаты международным и местным сотрудникам, экспертам, консультантам, да, и другим. Они организуют площадки, круглые столы, конференции, семинары и другие для обсуждения стратегий, планов и других важных документов в Кыргызстане. Также они дают гранты для организации гражданского общества и другая у них деятельность в Кыргызстане. Уважаемые коллеги, всем спасибо за внимание.